Добрый день, дорогие телезрители! В эфире очередная программа «Көзбе-көз, сөз-бе-сөз». Спикер нашего сегодняшнего выпуска – руководитель Палаты предпринимателей Кызылординской области Досмаханов Руслан Аманаевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Досмаханов Руслан Аманаевич, 1983 года рождения, уроженец города Кызылорда, имеет два высших образования – экономическое и юридическое. С 2007 по 2010 годы работал специалистом в различных банках второго уровня. С 2011 по 2012 годы в правлении АО «Региональный центр государственного частного партнерства Восточно-Казахстанской области». 2012-2013 годы заместитель председателя правления ТО «Региональный инвестиционный центр «Максимум» при акимате Южно-Казахстанской области. С ноября 2013 года руководитель Палаты предпринимателей Кызылординской области при Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан. Руслан Аманаевич, для начала я хотел бы представить сюжет, подготовленный журналистами нашего телевидения, для большего понимания вашей деятельности. Одним из основных задач Палаты предпринимателей является защита прав и интересов предпринимателей. На сегодняшний день специалистами Палаты предпринимателей Кызылординской области рассмотрено свыше 232 заявлений, 80% которых положительно разрешились. Обращения в основном касаются земельных вопросов, государственных закупок, разрешительных документов и налоговых отчетов и исчислений в бюджет. Оказывается также защита интересов предпринимателей в судебных органах. На сегодняшний день эксперты Палаты приняли активное участие более в 30 судебных процессах по правовой защите предпринимателей. Всего Палаты предпринимателей Кызылординской области с начала образования защищены права и законные интересы субъектов предпринимательства на сумму в порядке 700 миллионов тенге. В целях уменьшения административных барьеров проводится общественный мониторинг за деятельностью государственных органов. На сегодня выявлено 60 нарушений и внесено более 70 предложений по изменению и дополнению в стандарты государственных услуг. Руслан Аманаевич, в последнее время все больше распространения в нашей стране получает государственно-частное партнерство. Да и обозначена эта концепция новой экономической политики Республики Казахстан. В этой связи, как вы оцениваете потенциал предпринимателей нашей области? Насколько, на ваш взгляд, высоко доверие бизнес-структур государству? Я считаю, что доверие бизнес-структур государству, оно растет изо дня в день. То есть раньше, если бизнес самостоятельно как-то развивался, на сегодняшний день, на самом деле, в нашей стране созданы беспрецедентные условия для развития бизнеса и предусмотрено очень много различных мер государственной поддержки. Поэтому именно в рамках государственно-частного партнерства, если мы будем говорить, то есть именно о проектах реализуемых, то да, уже на протяжении где-то более 5 лет, по-моему, это новое направление у нас в Казахстане сейчас стремительно развивается. И, в принципе, интерес предпринимателей к участию, к реализации проектов, которые традиционно относятся к государственной сфере, очень высок. И этому свидетельствует, в принципе, то есть те проекты, которые сейчас на стадии реализации, как вы знаете, эти проекты они носят долгосрочный характер, то есть заключаются между предпринимателями и государством до 30 лет, поэтому, в принципе, здесь такая подготовка, она тоже довольно-таки длительная, она тоже, в принципе, занимает от года, бывает до 2 лет подготовка к этим проектам. И, насколько я знаю, сейчас по Казахстану очень много проектов рассматривается. Вот если взять непосредственно нашу область, здесь... наша область, она как бы обозначена пилотным регионом. Совершенно верно. Вот Казахстанским центром государственно-частного партнерства, который является национальными операторами по вопросам развития государственно-частного партнерства в Казахстане, наш регион обозначен как пилотный, то есть определен как пилотный. Это, в принципе, мы с таким предложением выходили совместно с акиматом Кызылординской области. И, то есть, как раз прошлый год, и вот буквально с прошлого года и по текущий момент активно сейчас в этом направлении совместную работу ведем. Уже несколько приездов было
и Казахстанский центр государственного партнерства, и Центр сопровождения проектов ГЧП при Байтереке, которые вот новые созданы. И на текущий момент уже у нас на стадии реализации порядка 3 проектов уже есть, и еще где-то сейчас есть предпосылки к реализации еще порядка где-то 3-4 проектов в нашей области. То есть здесь не стоит как бы обращать внимание так на небольшое количество, потому что, как я уже сказал, проекты, они, то есть это направление очень новое, да, и здесь проекты, можно сказать, средние и выше. Поэтому если малый бизнес реализует эти проекты, то зачастую посредством создания консорциумов, либо в основном это уже те предприниматели, у которых появляются свободные средства, которые готовы вкладывать свои инвестиции в реализацию проектов, именно которые относятся к государственной сфере, социальной сфере непосредственно. А здесь, в свою очередь, со стороны государства создаются, предусматриваются меры государственной поддержки, такие как компенсация там, эксплуатационных затрат, инвестиционных затрат. То есть именно те меры господдержки, которые пока вот в Казахстане реализуются, можно сказать, только в Казахстане, наверное. Нашими коллегами в ходе подготовки программы были подготовлены вопросы от граждан по интересующим вопросам предпринимательства. Кәсібін жаңа бастаушы кәсіпкерлерге жиі кездесетін проблемасын салықтық есептер тапсыруға, бухгалтерияға қатысты бола ма? Сіздер бұған көмектесе аласыздар ма? Здесь вопрос касается налоговой отчетности для тех предпринимателей, которые начали только свое дело. В этой связи какая от вас помощь? Вообще для предпринимателей, которые пока еще не знают, как бы, с чего начать, да, чтобы заняться бизнесом, у нас создан комплекс мер поддержки. Ну, непосредственно, наверное, расскажу сперва о конкретном вопросе, да, вашем именно по сфере, да, налоговой отчетности. У нас в Центре обслуживания предпринимателей, который создан при Палате предпринимателей, имеются менеджеры-консультанты, в том числе по вопросам налогообложения, там, сдачи статистической отчетности или по вопросам бухгалтерии, которые, в принципе, могут не только проконсультировать, а то есть фактически помочь сдать или разъяснить те меры законодательного характера, которые вот на самом деле есть, дать разъяснение, направить, проконсультировать и, в принципе, сопроводить до там, конечного результата. Ваша организация играет роль защитника предпринимателей. И в этой связи хотелось бы знать, как определяется членство Палаты предпринимателей тех или иных бизнесменов. Ну, у вас такой двойной вопрос, я так понял. Здесь, наверное, это по порядку отвечу. Что хочу сказать, что начиная с 1 января 2014 года, в соответствии с законом о Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан, который был подписан президентом 4 июля 2013 года, все субъекты предпринимательства, вне зависимости от категории, то есть это крупный, средний или малый бизнес, будь то индивидуальный предприниматель, крестьянское хозяйство и так далее, они являются членами Национальной палаты предпринимателей. И на сегодняшний день одним из приоритетных направлений работы Палаты предпринимателей как раз таки является это защита прав и интересов бизнеса. И в этом направлении мы сейчас очень, я думаю, эффективно взаимодействуем с правоохранительными органами, такими как органами прокуратуры, с агентством по делам государственной службы противодействию коррупции, с департаментом государственных доходов, то есть по вопросам именно защиты бизнеса, защиты прав и интересов бизнеса. В принципе, мы еще также ведем работу по сопровождению и судебных органах или по получению того или иного разрешительного документа. Поэтому, в принципе, если бизнес сейчас, то есть ущемляются где-то какие-то права, мы здесь активно подключаемся, в том числе посредством и нашей совместно с прокуратурой области созданной мобильной группой. Вот интересно, какой вы имеете статус защиты интересов предпринимателей, например, да, это серьезное дело. А как относится государство, идет ли навстречу
всем вашим начинаниям или... Как раз вот недавно руководство Национальной палаты предпринимателей тоже сказало, что на текущий момент Национальная палата уже обрела такую переговорную силу именно при представлении защиты интересов прав предпринимателей перед государственными органами. Поэтому здесь, по принципе, по любым вопросам, ущемляющим права предпринимателей, в рамках правового поля, конечно же, мы активно представляем их интересы перед теми или иными государственными органами. И, в принципе, мы считаем, это, то есть любую проблему предпринимателя — это наша проблема. Это наша проблема. Поэтому мы не смотрим, какого рода проблемы, если большого или маленького размера. Здесь вот у нас штат позволяет, где-то у нас может, то есть один наш эксперт вести, допустим, вести сопровождение там, по 2-3 проблемам предпринимателей, нежели мы можем всем штатам подключиться по решению, там, если какой-то крупной проблемы одного предпринимателя. На сегодняшний день представители бизнеса также включены, то есть количество не менее 50% во все консультативно-совещательные органы, созданные как на республиканском, так и на местном уровне, затрагивающие интересы, в той или иной степени интересы бизнеса. Поэтому можно сказать, что бизнес на текущий момент вовлечен, в принципе, во все вопросы, которые рассматриваются в рамках этих консультативно-совещательных органов. И, то есть, довольно-таки, можно сказать, то есть это хорошая площадка для выражения мнений, то есть в соответствии с поднимаемым вопросом и именно на той или иной площадке. Спасибо. Руслан Аманович, предлагаю посмотреть еще один вопрос от наших телезрителей. Жеке ісімді бастағым келеді. Қандай болатынын тіпті жоспарлап та қойдым. Бірақ нарықтың сұранысы қандай екенін білмеймін. Сіздерге барсам бұл жөнінде көмектесе аласыздар ма? Мемлекеттің жеңілдетілген несиесін алуға болады деп естіп едім. Олардың пайызы қандай? Қанша пайызда болады? Здесь телезритель задается таким вопросом. Есть ли льготные кредитования со стороны государства? Как я уже отметил выше изначально, да, то, что на самом деле очень много различных мер государственной поддержки на текущий момент есть, действует это в рамках и дорожной карты бизнеса 2020, и программы агробизнес 2020, занятость 2020, там, экспорт, производительность, инвестор и так далее, различные программы есть. Основная программа — это вот как единая программа развития бизнеса, так и называется, дорожная карта бизнеса 2020. Как раз такой полный комплекс пакета изменений были внесены Национальной палатой предпринимателей, которые вступили в действие с 1 апреля текущего года. И мы как раз таки являемся операторами одного из направлений, там всего 4 направления, вот 4-е направление — это нефинансовая поддержка, то есть работу полную в этом направлении ведет как раз Палата предпринимателей во всех регионах. Это вот как раз предоставление консультационно-сервисных услуг, в том числе и сопровождение, помощь. То есть здесь мы ведем работу по следующим направлениям, да, это консультации в сфере бухгалтерии, налоговой и статистической отчетности, по вопросам систем менеджмента качества, по вопросам вообще улучшения менеджмента, по вопросам государственных закупок и закупок недропользователей, по вопросам таможенного администрирования, по юридическим вопросам, а также по вопросам предоставления услуг по информационным технологиям, вплоть до разработки сайта, а также представлением маркетинговой такой услуги, которая включает в себя предоставление на бесплатной основе, то есть разработки на бесплатной основе бизнес-планов на конкретные проекты. В том числе у нас сейчас в каждом районе открыты центры поддержки предпринимателей, где можно получить данные виды услуг, как я опять еще раз повторюсь, на постоянной бесплатной основе, и в том числе у нас еще в каждом районе и в областном центре работают бизнес-школы, в рамках которой можно пройти обучение. Вот мы двухдневное обучение проводим, это называется бизнес-советник.
где, в принципе, обучаем основам предпринимательства. И также у нас есть обучение, программа «Бизнес-рост», которая уже включает в себя более детальную проработку конкретно по каждому проекту. И на сегодняшний день стоит отметить, что уже есть положительные примеры, то есть когда человек, интересующийся, да, бизнесом, который, как бы, у которого было желание заняться бизнесом, вот они пришли к нам, только не знали, с чего начать. И вот здесь мы, предоставив комплекс вот таких консультационных сервисных мер, и которые посредством обучения и так далее, и сопровождения вплоть до получения финансирования, сейчас уже реализовывают свои проекты. Смотрите ли вы на рентабельность его бизнес-проекта? Очень хороший вопрос. На самом деле, правильно говорите, то есть наша задача не является, да, просто вот разработать бизнес-план, дать ему в руки или там дальше там, помочь финансированию. Мы на самом деле глубже начинаем изучать те или иные проекты, бизнес-проекты, которые мы ведем. Почему? Потому что на самом деле вот, именно от правильного, качественного маркетингового анализа зависит и вообще насколько пойдет этот бизнес, насколько он будет развиваться и будет ли он рентабельным вообще. Поэтому здесь мы именно исходим, то есть глазами предпринимателя, то есть на текущий момент мы как бы здесь вот пользуемся тем наработанным материалом, который у нас уже за порядка вот около 2 лет работы уже база собрана, то есть аналитическая база, мы по всем направлениям практически у нас анализ есть, по каждому проекту в принципе тоже такой маркетинг проводим, поэтому мы здесь охотно делимся с предпринимателем для того, чтобы на начальном этапе уже оценить все риски, предполагаемые, которые могут быть впоследствии при реализации проекта, даже по истечении там, нескольких лет. Еще один вопрос от наших телезрителей. Сіздерді сотта кәсіпкерлердің құқығын қорғайды деп естідім. Сонда сіздер адвокаттық қызметте көрсете аласыздар ма? Қызметтеріңіз құны қанша? Очередной наш телезритель. Вопрос интересует, представляете ли вы юридические услуги? Сколько это будет стоить? Ну, вы, наверное, сталкиваетесь с такими моментами в вашей деятельности. Как я уже говорил, что все услуги, предоставляемые Палатой предпринимателей, они являются бесплатными, за исключением вот это предоставление сертификата СТКЗ. Раньше стоимость которого составляла 4 МРП. Вот после перехода этой функции нам в Палату предпринимателей мы снизили ее до 2 МРП, и то этой услугой пользуются в основном это средние и крупные предприятия, то есть участники в основном государственной закупки и закупок недропользователей. Поэтому, я думаю, для них это не является непосильной ношей, а для малого и среднего бизнеса у нас, в принципе, все услуги для предпринимателей предоставляется на бесплатной основе. Касательно то есть, юридическое, да, такое сопровождение комплекса мер именно в рамках правовой поддержки бизнеса, это помимо защиты прав и интересов бизнеса, у нас также есть и работа по снижению административных барьеров, то есть это решение, да, каких-то системных проблем, как на региональном, так и на республиканском уровне. То есть те, которые можно решить, там, допустим, постановлением, там, решением маслихата или постановлением акимата, да, то есть которые на местном уровне можно решить, мы выносим, то есть прорабатываем вопрос, изучаем полностью, готовим экспертное заключение и выносим на рассмотрение, там, допустим, компетентных органов. Те, которые на республиканском, мы уже через Национальную палату предпринимателей, через наш головной офис, дальше эти вопросы направляются либо в министерство, либо в правительство. То есть вот здесь я хотел бы отметить, что мы не просто направляем, да, и все, мы прорабатываем вопрос до конца, до уже принятия определенных решений. Конечно, не все вопросы, поднятые нами на текущий момент, решены, но большинство, уже можно смело сказать, что они на самом деле решаются. Это, наверное, более 80%. Только за прошлый год Национальной палатой предпринимателей было внесено более 410 поправок в ряд законодательных актов. И непосредственно, если участие Палаты предпринимателей Кызылординской области, мы где-то порядка 52 предложений в поправки на республиканском уровне внесли, да, на региональном уровне. В принципе, на текущий момент все нормативно-правовые документы, акты
которые в той или иной степени затрагивают интересы бизнеса, они проходят через согласование через нашу палату. То есть без получения экспертного заключения положительного ни один нормативно-правовой акт, ущемляющий право бизнеса, он не может быть принят. Поэтому мы здесь очень четко отслеживаем уже на вот, текущее время мы уже где-то более 150 таких экспертных заключений выдали, из которых где-то почти треть это замечания и предложения. Также я хотел сказать, что мы ведем работу, да, то есть это вот, в рамках правовой защиты это сопровождение судебных дел, так скажем, то есть представление интересов именно в судебных органах, даже посредством доверенности. То есть фактически, если у предпринимателя бывает зачастую не хватает времени, или там он в командировках, или там, в принципе, в работе, на производстве и так далее, он может выдать доверенность нашим сотрудникам. И здесь наши сотрудники представляют их интересы в судах. И на текущий момент я скажу, что в целом такая положительная тенденция есть. Порядка, вот где-то сейчас скажу, 30 судебных разбирательствах мы участвовали, наши эксперты, и 80% это положительно решены в пользу предпринимателей. Если говорить уже более конкретно, защищены интересы прав предпринимателей на сумму более 700 миллионов тенге. То есть это, можно сказать, Это с начала года вы имеете в виду? это с начала нашей деятельности. Это, ну, в принципе, за 1,5 года, можно сказать. Это снижение каких-то там штрафов или вообще полностью списание этих штрафов в пени и так далее. Незнание законов предпринимателями или облагаются неправильно налоги, или с чем это все связано, как вы считаете? Ну, здесь на самом деле очень много факторов может быть по каждому конкретному случаю, поэтому мы здесь подходим как бы со всех ракурсов, да, смотрим там и субъективные стороны, и объективные стороны. Как бы, на самом деле у нас законодательство несовершенно на текущий момент, особенно в части именно развития бизнеса, поэтому мы, в принципе, посредством выявления таких моментов мы как раз сразу отрабатываем по тому, чтобы впредь данные законодательные нормы уже, ну, то есть исключить эти данные нормы, которые ущемляют права бизнеса, особенно когда это в круглую копеечку вливается. Поэтому это, конечно, и бывают какие-то субъективные моменты, и здесь посредством такой правовой именно поддержки вопросы как бы достигают нужного результата в пользу бизнеса. В принципе, похвально то, что такая большая проводится работа. А что вы можете сказать о кадровом потенциале? Нуждается ли Палата предпринимателей Кызылординской области в серьезных юристах, возможно? Ну, на сегодняшний день штат вообще Палаты предпринимателей составляет порядка 36 экспертов. И у нас вот тоже, в принципе, планируется сокращение. Это так между слов порядка 25% у нас планируется сокращение. Это в целом у нас по республике в системе Национальной палаты предпринимателей. Но хочется сказать, что на сегодняшний день сформирован такой вот костяк из компетентных, можно сказать, достаточно хорошо квалифицированных работников, которых мы на самом деле отбирали посредством там, и аттестации, и несколько уровней собеседований. У нас также есть региональный совет палаты предпринимателей, при котором создана кадровая комиссия, то есть ряд вопросов, то есть через кадровую комиссию мы обеспечим такую прозрачность, можно сказать, по кадрам. Ну, плюс у нас хорошим, неплохим стимулированием, в принципе, является это как бы получение хорошего опыта, да, и в принципе ну, уровень заработных плат изначально, знаете, когда Национальная палата предпринимателей организована была, то есть немного на порядок было выше для привлечения как раз таки более там квалифицированных сотрудников это было сделано. В принципе, на текущий момент по кадровому персоналу проблем никаких нет. Каждый из наших сотрудников уже знает направление своей деятельности. У нас есть наши приоритеты. Мы работаем по 7 основным приоритетам. Это
как защита прав и интересов бизнеса, как я уже говорил, снижение административных барьеров, предоставление консультационных и сервисной поддержки бизнесу. Это внешнеэкономическая деятельность, то есть вопросы привлечения инвестиций, в том числе индивидуально под каждый проект. Это развитие человеческого капитала. Это у нас еще также предоставление, то есть сопровождение проектов, это и по разрешительным процедурам, инфраструктурная поддержка, в принципе, и также разъяснение, там, госпрограмме и так далее, в принципе, такая информационная политика, которую мы ведем для того, чтобы каждый предприниматель, с одной стороны, знал свои права, знал законодательство, знал те меры господдержки, которые на текущий момент есть, и умел ими пользоваться. И вот наша задача — это максимальный такой охват, сделать довести до каждого отдаленного населенного пункта. Поэтому вот так комплексно мы подходим. И здесь, конечно, в принципе, поддержка средств массовой информации тоже очень хорошо чувствуется, которые сейчас всецело поддерживают именно те направления по развитию бизнеса и по освещению успешных проектов, успешных примеров, на самом деле, которые стимулируют уже тех, кто только интересуется бизнесом. И здесь мы как раз всеми мерами предоставляем нашими комплексами, мы здесь как раз подходим, стараемся подхватывать. В принципе, вот так работаем. Сейчас повсеместно обсуждается вхождение Казахстана в Всемирную торговую организацию. И в этой связи, насколько здесь плюсы и минусы для казахстанского предпринимателя? На самом деле, любая интеграция, она в конечном своем итоге, конечно, необходима. И мы, тем более, эту работу по вступлению во Всемирную торговую организацию уже на протяжении 19 лет страной проводили. Поэтому это такая страна, которая долгосрочные такие переговоры несли долгосрочный характер. И здесь, на самом деле, очень в принципе, положительно сейчас воспринимается вхождение в ВТО. Конечно, изначально были какие-то скептические настрои, это, можно сказать, больше из-за невладения той информацией, то есть что дает нам ВТО. На текущий момент можно сказать, что информация, она сейчас уже доступна, в принципе, для всех, там по более чем 3000 наименований различной продукции мы, в принципе, свои права отстаивали. И те меры господдержки, как президент Республики Казахстан Нурсултан Абишевич, он тоже подчеркнул, что они также будут сейчас предоставляться. Конечно, есть ряд каких-то представлений пока каникул, то есть переходного периода, где-то 1 января 2018 года и так далее. Но как раз, то есть время для того, чтобы вообще оценить как раз таки те плюсы и минусы этой Всемирной торговой организации, сделать какие-то выводы, принять какие-то меры и, в принципе, подготовиться нам как бизнесу для того, чтобы мы смогли оказать достойную где-то конкуренцию тем товарам, которые будут заходить на наши рынки. Поэтому в целом, конечно, от этого плюсы большие. Это любая интеграция, она дает такой толчок к развитию бизнеса, и где мы, в принципе, могли бы конкурировать, именно предоставляя более качественные продукты. То есть, если раньше мы больше ориентир делали, допустим, на 17 миллионов наш рынок, то посредством вхождения в Евразийский экономический союз у нас уже этот рынок расширился в 10-кратно. А вхождение во Всемирную торговую организацию, в которую сейчас мы становимся 162-ми членами, я думаю, этот рынок просто многократно увеличивается, и, конечно, от этого только положительные плюсы. Поэтому границы наши расширяются, то есть мы можем уже, получается, получать тот опыт, те технологии уже не имея границ, то есть самые лучшие передовые, мировую такую практику привносить, и развивать именно наше направление экономики, в том числе и, конечно, упор делается на аграрно-промышленный комплекс, и где как раз таки качество наших продукций и даже
и животноводческой отрасли, оно является у нас экологически чистым, вы знаете, то есть, можно сказать, высококонкурентоспособным. Просто где-то это надо там, в правильной обертке, да, там, в правильной упаковке там, преподнести, и, соответственно, там, через вот эти те лаборатории, которые сейчас уже международно аккредитованы будут, то есть через них проработать. Здесь мы, в принципе, со стороны Национальной палаты предпринимателей активно как раз эту работу по изучению проводим. С вхождением в ВТО наши отношения с Россией в товарообороте, насколько он увеличится или снизится, как вы считаете? Нет, на самом деле товарооборот он только увеличился уже. Это, в принципе, видно уже, многократно увеличился. Здесь, если в целом вот так для населения рассматривать, конечно, очень много положительных плюсов принесли. Вы знаете, очень большой рынок продукции, да, вплоть там, начиная там, от какой-то продуктов питания до автомобилей, они хлынули именно на наш рынок, то, в принципе, для населения какие-то такие плюсы принесло. А для наших, конечно, производителей, понятное дело, здесь мы очень долго этот вопрос поднимали, потому что в целях защиты наших товаропроизводителей казахстанских, и некоторые меры приняты были, не все, но в целом, что хорошо, что наш бизнес в основном сумел где-то адаптироваться под, в принципе, эти условия. И если пострадал, можно сказать, выстоял на ногах. Поэтому в целом угрозы, конечно, сейчас есть, тем более, вы знаете, кризис, он предполагается затяжной. Это, возможно, даже не краткосрочный, там, не год-два, там, а может быть 3-5, может быть более лет. Поэтому здесь это такая вот трансформация экономики происходит. И здесь, вообще слово кризис, да, когда пишется на китайском, оно из двух иероглифов состоит. Один иероглиф это означает, то есть барьеры, да, или проблемы, там, а один иероглиф это означает, то есть, наоборот, появление новых возможностей. Вот, на самом деле так. Поэтому здесь, наверное, конечно, изначально всегда бывает нелегко, но у нас вот, рыночная экономика, в принципе, так поставлена, и наши предприниматели, мы считаем, что так, в целом более гибко подходят к тем, именно к построению своего бизнеса. И мы, в принципе, здесь от лица Национальной палаты предпринимателей, в регионах региональной палаты предпринимателей будем максимально оказывать поддержку для того, чтобы бизнес не только устоял, но и где-то даже начал развиваться, может быть, в новых направлениях. Вот здесь тоже я хотел бы отметить именно те предприниматели, которые диверсифицировали свой бизнес, да, то есть занимались различными, да, работой в различных сегментах экономики, они сейчас более-менее тверже стоят на ногах, нежели те, которые сейчас как бы только работали в одном направлении. Один бизнес где-то падает, другой поднимает, поддерживает его. В последнее время часто заметно, что в регионах малым предпринимательством занимаются большинство, поднимается малое предпринимательство. Какая помощь в регионах оказывается вами? То есть в районах, да, имеете в виду? В районах. У нас центры поддержки предпринимателей с 1 января открыты во всех районах области, где, в принципе, этот спектр услуг предоставляется. Зачастую как бы, потребность, она именно в пока консультационных услуг, но у нас также бизнес-школы, обучающие программы. И плюс сейчас мы вот упор делаем на сопровождение проектов, то есть в районах не зависит, мы не ставим план по крупный, малый там проект. Если есть интерес по созданию какого-то дела своего, да, начинания, мы здесь максимально подключаемся, и наши директора филиалов, наши сотрудники центров поддержки предпринимателей, они активно ведут работу по сопровождению до решения вопроса. Где-то там возникают вопросы, там, допустим, участок, его нужно изменить, то есть целевой, да, немногие, например, начинают это делать при начале бизнеса. Поэтому здесь мы подключаемся, изменение там, целевого назначения земельного участка, получение разрешения на строительство монтажной работы, да, там, акт ввода в эксплуатацию и так далее, чтобы все процедуры, они были, то есть законодательно их сразу
то есть подкреплять, проходить все вот эти законодательные нормы, чтобы бизнес он был на самом деле ну, в рамках правового поля, и, соответственно, он уже тогда может участвовать во всех государственных программах, то есть получать меры государственной поддержки. Потому что на текущий момент из-за того, что, допустим, знаете, много там, имущества, да, там, недвижимость, она где-то не узаконена и так далее, там, допустим, банки второго уровня, финансовые институты неохотно рассматривают в качестве залога, так как говорят, что это не ликвидный. Также, в принципе, из-за где-то вот именно, может быть, неправильного оформления где-то там отчетности и так далее, то же самое финансовые институты рассматривают, ну, уже как не особо охотно там, или увеличивают ставки вознаграждения. Соответственно, получается, уже сельские предприниматели становятся, то есть для них какие-то другие условия, да, представляются, хотя наоборот нужно помогать. И вот в этой связи постановлением Акимата, да, был учрежден региональный инвестиционный центр Кызылорда, который сейчас вот занимается как раз финансированием, то есть поддержкой небольших проектов в сельской местности. Там до 10 миллионов тенге планка стоит проект. И на текущий момент вот уже там сейчас уставный фонд у него составляет 300 миллионов тенге. Вообще объявлено 3 миллиарда тенге. Ну, планируется, наверное, постепенное пополнение по мере возможности бюджета. И, в принципе, вот 200 миллионов тенге, насколько я знаю, сейчас уже освоены, уже рассматриваются новые проекты там на дополнительную сумму. И вот постепенно сейчас в каждом районе вот такие проекты отбираются и реализуются. Конечно, здесь, в принципе, система тоже так же поставлена, что обязательно необходимо залоговое имущество. Есть, то есть средства даются на платной основе, то есть утверждена процентная ставка в размере 7% годовых, но наиболее гибкие условия по сравнению там, с банком второго уровня или другими финансовыми институтами, потому что есть там представление льготного периода, немножко длинный срок кредитования, плюс можно то есть рассматривать проекты в сельской местности. То есть и принимают залоговое имущество в сельской местности непосредственно, и там коэффициент, он наиболее выгоден, как бы, ну, удобен для предпринимателей, нежели те условия, которые представляют там сейчас вот в банках второго уровня. Это не программа «Ахниет»? Нет, вот программа «Ахниет», это гранты, которые, да, компании российской нефтяной, да, компании «Лукойл» были предоставлены для нашей области. В 3 районах она у нас работает, в принципе, ежегодно, сейчас уже 2-й или 3-й год, я уже не помню. И вот буквально в этом году более 100 миллионов тенге были, можно сказать, розданы. Ну, конечно, посредством отбора, там определенная комиссия собирается. И здесь непосредственно наши центры поддержки предпринимателей тоже принимали активное участие по сопровождению именно населения по получению этих грантов. Здесь обязательное условие было, что должна быть какая-то идея, какой-то бизнес-проект, и, соответственно, можем его получить там, безвозвратный грант в размере 1 миллиона тенге, что, в принципе, многие, там, более 100 людей воспользовались. Помощь также была оказана безвозмездно. Да. И поэтому здесь, вот, если вот комплексно опять тоже рассматривать, получается, те вот, которые, так скажем, не защищенные, да, слои населения, они вот получили возможность получать такие гранты в размере 1 миллион тенге, то есть начинать какое-то там дело постепенно. Потом посредством вообще вот региональный инвестиционный центр Кызылорда уже финансирует проекты до 10 миллионов. Ну, здесь понятно, что на платной возвратной основе, но тем не менее, то есть эти деньги более доступны для сельского предпринимателя. И дальше уже, когда проекты уже более крупнее, здесь уже подключается институты Казагро, это Казагрофинанс, фонд финансовой поддержки, аграрный кредит корпорация, ну и, в принципе, там дальше уже банки второго уровня. То есть мы, когда изначально анализ сделали, у нас как раз получилось так, что у нас микробизнес, он фактически как бы не имеет доступа к финансовым ресурсам. Поэтому такие меры, они как раз способствуют именно стимулируют, да, к развитию бизнеса у нас в сельской местности. А, как вы знаете, у нас основная численность населения, это же порядка 65% у нас проживает именно в районах. Да. Поэтому, конечно, очень большой упор надо делать и на село. То есть мы не смотрим областной центр, там село. Сейчас у нас наша сеть, в принципе, позволяет предоставлять наши услуги на бесплатной основе, то есть оказывать вот эту поддержку
вне зависимости от отдаленности, так скажем. Мы даже вот пилотным совместно с ПРООН запустили это в 2 районах, и получается в 4 сельских населенных пунктах они вот создали там при библиотеках пункты консультаций, то есть где сельского округа, то есть села может не выезжать, допустим, предприниматель, да, или гражданин этого, то есть житель этого поселка, он может получить те или иные консультации, то есть связаться хоть со мной там, в режиме онлайн. Поэтому вот такие возможности сейчас есть. Не обязательно там приезжать с одного района сейчас в областной центр, чтобы привезти одну бумажку, там, потом опять ехать за другой, так, к примеру. Поэтому наши ребята там будут прорабатывать, когда уже собирается весь пакет, направляется. Может быть, один раз уже приедет, когда там уже вопросы уже там, при сдаче документов и при получении, допустим, финансирования. А до этого момента мы максимально стараемся создавать условия для предпринимателей, чтобы вот этого лишнего волокиты не было. Поэтому мы это берем как раз на себя. Любой, если он уникальный бизнес-проект, он может получить финансирование. Относительно финансирования Палата предпринимателей не предоставляет финансовые услуги, да, то есть не финансирует проекты, к сожалению, такой возможности это понятно, нет, да, но если мы ведем сопровождение, то есть у нас есть база, в принципе, контактные группы с банками 2-го уровня, с финансовыми институтами, и мы, в принципе, владеем всей информацией, где какие условия наиболее оптимальные, да, и даже примерно там, где какие сейчас ресурсы есть, там, какой лимит есть, да, условно. Поэтому и у нас в Центре обслуживания предпринимателей сейчас сидят сотрудники 4 банка 2-го уровня, которые, в принципе, сразу заявки могут принимать и дальше уже рассматривать к финансированию. Касательно теперь, кто может обращаться, я хотел сказать, что к нам может обращаться вот, по проектам на любой стадии, на любой. То есть это при просто зарождении просто самой идеи, или даже по крупным проектам мы ведем сопровождение, и, то есть где-то по привлечению инвестиций, где-то по поиску партнера, где-то по решению каких-то там вопросов административного характера, там как разрешительные процедуры и так далее, и так далее. Поэтому здесь никаких ограничений ставить не нужно. Я вот как бы призываю всех предпринимателей наших или жителей нашей области, у которых есть интерес вообще заняться бизнесом, или те, которые просто интересуются, что такое бизнес, пожалуйста, обращайтесь в Палату предпринимателей, приходите, и мы максимально здесь поможем. То есть вместе, да, постараемся воплотить ваши идеи в жизнь, то есть в какие-то реальные проекты. Руслан Иванович, спасибо вам за исчерпывающие ответы на все наши вопросы, вопросы телезрителей. Будем считать, что ваша работа во благо наших предпринимателей, нашей области будет неоценима. Успехов вам! Спасибо.